Здесь ребята осваивают умный вид спорта, где решающее значение имеет не сила, а продуманность движений. Интересно, а как такое можно спрогнозировать заранее? Гора новостей на тренировке по грэпплингу в одном из уфимских клубов боевых искусств. Грэпплинг – это относительно молодой вид спорта. Он включает в себя приемы дзюдо, боевого самбо, вольной и греко-римской борьбы, бразильского джиу-джитсу. Но об особенности такого единоборства лучше расскажут вам спортсмены. Есть много разных единоборств. Чем отличается грэпплинг от остальных? В грэпплинге особо мало правил, каких можно придерживаться. Получается, дзюдо, тому же самбо, там очень много правил, и нужно соблюдать. А в грэпплинге есть и болевые на руки, и на ноги, и удушающие. Я читала, что нужна обязательно обтягивающая форма. Почему такие правила? Так легче бороться и удобно. В том же грэпплинге там есть два вида единоборств. Это грэпплинги и грэпплинг-ноги. А в чем их отличие? Грэпплинги – это борьба в кимоно, в ноги – это борьба в шортах и футболке. В Уфе не так много мест, где можно овладеть грэпплингом. Но мы нашли самое прокачанное. Мы отправились в Академию единоборств. Тут готовят крутых спортсменов, которые уже с юных лет знают, как побеждать. Чем хорош грэпплинг? Она менее травмоопасна и травм меньше там. Какая философия у грэпплинга? Нельзя на улице подраться с кем-нибудь из-за этого. Могут из-за этого выгнать из спорта нашего. Грэпплинг – это борьба, в которой побеждает не сильнейший, а тот спортсмен, у которого есть навык вести тактику. Ребята применяют определенную последовательность болевых приемов. Смотрится весьма зрелищно. И, кстати, в этом виде спорта девчонок не встретить. В наши дни грэпплинг как популярный вид спорта развивается свыше чем в 120 странах мира. Несмотря на свой юный возраст, этот вид спорта завоевывает все больше и больше поклонников. Азаль Кильмаматова и Михаил Жерлицын специально для «Горы новостей».